Бурлун Джаневертиас, Питдипуктана Войтер, уважаемые депутаты Государственного Совета, приглашенные, дорогие соотечественники. Сегодня я предлагаю вам вместо подведения некоторых итогов работы наметить планы на будущее. Я думаю, что ни для кого не секрет, что происходило в прошлом году, каких результатов мы добились. Все вы прекрасно знаете это не только из статистики, но и по конкретным делам и принятиям решений по конкретным вопросам. При подготовке этого выступления я обратился к жителям республики с предложением обозначить актуальные направления работы органов власти. Откликнулись тысячи человек. Благодарю всех, кто внес предложения, кто высказал критику и замечания. Спасибо за неравнодушие, за патриотическое отношение, за способность сопереживать. Это очень важные человеческие качества. Как говорится в коме пословице, коль загорится человек душой, то он горы свернет. Таким же сегодня должна быть и ответственная наша работа. Работа каждого человека, направленная на развитие нашей республики. 2015 год был непростым для всех россиян. Реальностью стали жесткие ограничения в бюджетной сфере, направленные на сохранение социально-экономической стабильности. Отвечая на вызовы времени, руководство страны сегодня ищет активно пути модернизации экономики, в том числе посредством импортозамещения и в условиях международных санкций и ответных мер со стороны России на недружественные действия отдельных стран. Прошедший год был непростым, и для республики он имел тоже не очень позитивные тенденции. Несмотря на известные трудности, мы, несмотря ни на что, подчеркиваю, сделали все для того, чтобы в целом выполнить все социальные обязательства перед населением. Есть определенные успехи. Так, например, рост промышленности находится на уровне 101,6%, что в среднем выше по стране. Рост добычи нефти и газа 105%. В целом добывающая промышленность демонстрирует 106%. Вы знаете, что в прошлом году сложная ситуация сложилась на рынке энергоносителей. Тем не менее, крупнейшие предприятия региона подтвердили свои планы по реализации проектов на территории региона. Что касается строительства жилья в 2015 году, то нам удалось ввести 207,5 тысяч квадратных метров, что на треть выше 2014 года. В прошлом году были сформированы и приступили к работе полномочные составы Государственного Совета Республики, а также представительных органов местного самоуправления, городов и районов. Кроме того, были внесены изменения в Конституцию Республики Коми, направленные на формирование новой системы государственной власти. Говоря о системе органов власти, хочу подчеркнуть, сейчас принципиально важно, чтобы наша с вами работа власти была максимально эффективной, прозрачной и понятной людям. И главное, мы должны помнить, что особая ответственность за каждый из нами принимаемых решений стоят люди, судьбы тысячи человек и перспективы развития целых отраслей. Подводя итоги прошлого года, необходимо сказать и об опущенных возможностях. В первую очередь это касается участия республики в федеральных программах, получения поддержки из федерального бюджета. По таким направлениям, как сельское хозяйство, малое предпринимательство, жилищное строительство в республике в 2016 году получило в десятки, а в некоторых моментах и в сотни раз меньше, чем другие субъекты Российской Федерации. К примеру, субсидии по кредитам малым сельхозпредприятиям в Республике Коми составили всего 794 тысячи рублей. Это в 80 раз меньше, чем в Республике Мордовия. На развитие животноводства, инфраструктуры, логистического обеспечения рынков продукции животноводства мы получили субсидию в 1000 раз меньше, подчеркиваю, в 1000 раз меньше, чем Марийская республика. Мы получили 511 тысяч. Напротив 1 миллиарда 737 миллионов, которые получила Республика Марий Эл. Вдумайтесь в эти цифры. Субсидии на предоставление социальных выплат в рамках программы обеспечения жильем молодых семей мы в 6 раз меньше получили, чем в Мордовии. 22 миллиона напротив 146. Субсидии, связанные с предоставлением грантов на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств,
Единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров в республику поступило 7,3 миллиона, тогда как Мариэл получила 26 миллионов. На возмещение процентной ставки под краткосрочным кредитом на развитие молочного животноводства правительство России выделило республике чуть меньше 3 миллионов, тогда как Удмуртия получила 35, и это в 7 раз больше. Ну и, наконец, субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов у нас самый низкий в стране показатель – 1,3 миллиона рублей. Хочется спросить, а что, наши аграрии так хорошо живут и не нуждаются в поддержке? По-моему, ответ очевиден. После этого мы спрашиваем, а почему продукция местных товаропроизводителей на рынке стоит дороже, чем привозная? В результате какой работы органов власти наше село только в этом году потеряло сотни миллионов рублей? В результате я хотел бы сказать, что за все, повторяю, за все, что упущено в этом году, должны быть персональные ответственные лица. И я, конечно, сделаю и учту вывод при формировании нового правительства. Разумеется, при расчете размера субсидий учитываются не только заявки и бизнес-планы, и текущее состояние дел в отраслях. Например, результирующей являются инвестиционные проекты, количество заемщиков, объем привлекаемых кредитов, объемы софинансирования из регионального и муниципальных бюджетов и так далее. Так вот, задача правительства и конкретных отраслевых министров – создать все условия, чтобы республика могла активно привлекать средства из федерального бюджета, а это именно работа по формированию качественных заявок и получению субсидий на участие в федеральных программах. Это и постоянная, практически ежедневная результативная работа с федеральными министерствами и ведомствами на благо республики. Хочу подчеркнуть, из года в год мы будем ставить перед собой все более амбициозные задачи. И главное, добиваться их четкого выполнения. В том числе и за счет правильной организации работы и мобилизации всех имеющихся в регионе ресурсов. Убежден, какими бы сложными ни стояли перед нами наши задачи, мы все выполним, у нас все получится. Мы вместе, и в этом наша сила. Уважаемые коллеги, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на Петербургском форуме подчеркнул, перед нами несколько вызовов. Как минимум 2 из них являются очень серьезными. Это обеспечение темпов экономического роста и изменение структуры экономики. Поэтому хочу особо обратить ваше внимание на то, что сегодня мы разрабатываем не перечень мер по антикризисному латанию дыр или пожарному исправлению ситуации в отраслях, а целостную программу возрождения республики, которая включает в себя все сферы жизни в настоящем и на отдаленную перспективу. Сегодня я представляю вам некоторые направления этой программы. Подчеркну, некоторые. Потому что если сегодня у нас бы разговор прошел вообще по всем направлениям, я бы думаю, что нам целого дня бы не хватило обсуждать те перспективы, которые имеет регион. Один из приоритетов – это перезагрузка отношений с крупнейшими компаниями, работающими на нашей земле. Уверен, наша республика, каждый ее житель заслуживает более справедливого и заботливого отношения со стороны крупных компаний. Наш регион десятилетиями вносил весомый вклад в обеспечение экономической безопасности страны. Инвестиции крупных компаний в развитие региона значительные, мы это знаем, однако явно недостаточные, потому что те намерения, которые сегодня мы имеем, и решительные изменения, которые мы планируем, конечно же, должны в большей степени отражаться в пользу каждого жителя республики и в пользу в целом региональной экономики и всей социальной сферы. Мы должны заботиться о росте доходов населения, способствуя организации новых рабочих мест, создавая условия для получения высокотехнологического медицинского обслуживания, высококачественного современного образования. Дорогие друзья, наличие недр и полезных ископаемых – это лишь одно из конкурентных преимуществ нашего региона. И я вижу своей задачей важнейшую цель – использование этого преимущества на благо каждого жителя региона. Когда компании извлекают на территории республики прибыли на миллиарды, а на развитие региона направляются лишь сотни миллионов, такой практический подход я считаю несправедливым. И поэтому такую практику надо менять.
Так, например, уже сегодня кратно растут инвестиции в обновление основных производственных фондов и инфраструктуры. Также считаю необходимым еще плотнее работать с нашими партнерами, теми, кто сегодня работает, и достаточно крупными компаниями, которые сегодня добывают необходимые ресурсы для развития страны. Безусловно, мы должны максимально использовать потенциал местных кадров и обеспечивать экологическую безопасность производства. И первые результаты этой работы уже есть. Я могу вам сказать, что сегодня «Газпромом» планируется вложение в развитие своих мощностей на территории республики 117 миллиардов рублей. Такая компания, которая является практически нашим долгосрочным партнером, уже решила с нами вместе заняться застарелой проблемой газификации городов и районов республики. В течение 2016-2020 годов на реализацию этой программы «Газпромом» будет выделено 7,8 миллиардов рублей. Хочу вам сказать, что, выходя сюда на встречу с вами, я подписал сегодня программу газификации республики Коми. И она направлена Алексею Борисовичу Миллеру для подписания. Она полностью согласована, и только осталась подпись Алексея Борисовича Миллера, чтобы она начала практически реализовываться. Уже с этого года, я считаю, это хорошая тенденция, что ПАО «Газпром», как ответственный социальный партнер в рамках нашего партнерства, увеличил до 2 миллиардов рублей социальные инвестиции. Это средства будут направлены на ремонт и строительство социальных объектов, благотворительные проекты. Как вы знаете, на прошлой неделе мы подписали протокол к соглашению о сотрудничестве с президентом ПАО «Лукойл» Вагитом Аликперовым. Я благодарен Вагиту Юсуфовичу о том, что мы договорились, получила практическую реализацию. В соответствии с этим документом на социально-экономическое развитие республики компания в 2016 году направит 1 миллиард 400 миллионов рублей. И это в 10 раз, коллеги, больше, чем в прошлом году. Я еще раз подчеркиваю, что я искренне благодарен руководителю компании за такой социальный подход. Компания наращивает инвестиции в Ярикское месторождение тяжелой нефти. Они составят более 100 миллиардов рублей в течение 3 лет. Прирост объемов добычи тяжелой нефти составит более 20% ежегодно к уровню текущего периода. Группа компаний «Монди» в ближайшие 10 лет вложит практически 61 миллиард рублей в развитие Сыктывкарского ЛПК. Из них 8 миллиардов пойдут на модернизацию объектов теплоэнергогенерации с возможностью использования возобновляемых ресурсов, отходов основного производства. В настоящее время этот проект находится уже на финальной стадии согласования. Учитывая, что 2017 год объявлен в России годом экологии, для нас особенно важно, что новый проект может стать пилотным на федеральном уровне в плане практического применения особенностей зеленой энергетики, одним из самых крупных в стране. Помимо этого, 3 миллиарда ежегодно будут направляться на лесозаготовку и лесопереработку. Одним из обязательных маркеров отношений между властью и крупным бизнесом будет создание рабочих мест для жителей нашего региона. Люди в Коми работать умеют. Тому свидетельством вся история развития республики. Другой вопрос, что квалификация претендентов должна соответствовать требованиям, предъявляемым компаниями. Понятно, что никто не возьмет на работу неквалифицированного специалиста только лишь потому, что он является местным кадром. Своевременный и современный рынок труда высококонкурентен. И я поручил правительству соответствующим образом совместно с нашими партнерами проработать в рамках наших соглашений и реализовать механизмы поочередного предложения и в первую очередь переочередного предложения вакантных мест жителям республики. Ради появления новых возможностей в этой сфере мы должны создать условия для переобучения и последующего трудоустройства на имеющиеся вакантные должности и образовывающие новые вакансии необходимого количества наших выпускников. Необходимо предложить и внедрять методы дополнительного стимулирования в этом вопросе работодателей. В подписываемых сегодня соглашениях о сотрудничестве мы уже предусмотрели прием на работу сотен молодых специалистов, выпускников наших республиканских вузов. И что очень важно, то же самое, массовое привлечение республиканских организаций для выполнения подрядных работ и оказания сервисных услуг. Безусловно, вопрос создания рабочих мест – это не только вопрос сотрудничества с крупными компаниями. Считаю, что одной из точек роста экономики республики должен стать малый и средний бизнес. Его поддержка и развитие уже сейчас являются одним из ключевых направлений работы республиканского правительства.
3 дня назад я подписал соответствующий указ и поручил правительству разработать действенный комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в перспективе до 2020 года. Мы обязательно учтем те предложения, которые были высказаны на форуме предпринимателями в рамках предпринимательской инициативы 2016 года. Как вы знаете, он прошел на днях в Сыктывкаре. И в дальнейшем мы при подготовке всех итоговых документов, касающихся развития среднего и малого бизнеса, будем учитывать мнение предпринимателей. Малый и средний бизнес – источник дохода для многих жителей республики. В этом сегменте и в этом секторе работает каждый 4-й наш житель. Предпринимательство играет важную роль в обеспечении налоговых поступлений. Уверен, его развитая, напрямую перспективная позиция отражается на жизни каждого жителя региона. Однако есть проблемы, с которыми в последние годы столкнулись все регионы страны. Это отрицательная динамика развития малого и среднего бизнеса. Доля таких предприятий в экономике, по данным Росстата, поступательно снижается, к сожалению. Остается низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних предприятий. Наблюдается рост неформальной занятости, что связано в первую очередь со сложными процедурами госрегулирования, административными барьерами и давлением, высоким уровнем фискальной нагрузки. Это лишь некоторые из фактов, мешающих развитию бизнеса. Сегодня остро назрела проблема необходимости пересмотра условий и видов поддержки предпринимательства в республике. Считаю необходимым усилить ответственность государственных и муниципальных органов власти за развитие малого и среднего бизнеса. Поставить и установить конкретные ориентиры и конкретные цифры, которые будут являться неким ориентиром, по сути дела, дающим оценку деятельности власти в этом сегменте экономики. У чиновников сегодня есть 2 основных задачи. Первая. Одна – это не мешать, а другая – это оказывать эффективное содействие в рамках закона. Чтобы было так, как в плохом примере в Воркуте, где владелец социальной столовой, который кормит малоимущих, убежден, что контролирующие органы его буквально кошмарят. Я прошу коллеги разобраться с этим вопросом и дать мне соответствующую информацию. Что за притязание и почему такое отношение? Помочь обязательно необходимо. И помощь должна быть оперативной, своевременной и абсолютно обоснованной. При этом, если чиновнику самому нравится заниматься бизнесом, пусть смело уходит в отставку. Но совмещать госслужбу и бизнес, путая, как говорит классик, свою шерсть с государственной, никому не получится. Надеюсь, известные события осени прошлого года помогли многим сделать соответствующие выводы. Ситуация на рынке труда неизбежно влияет на миграцию населения. Мне не раз приходилось слышать, что молодежь уезжает из республики, потому что нет достойной работы. Вопрос. А мы с вами выяснили, почему так происходит? Где желает работать наша молодежь? По каким специальностям? Какие перспективы для нее сегодня являются очевидными? Учебные заведения работодателей должны помогать выпускникам уже на стадии школы в выборе по-настоящему перспективных специальностей. Вузам следует в опережающем порядке работать на подготовку кадров, востребованных экономикой. Поэтому мы делаем упор на создание в республике опорных университетов, технического и классического. Сейчас как раз формируются заявки на участие наших университетов в программе развития региональных опорных вузов. Это позволит привлечь ежегодно до 100 миллионов рублей в каждый вуз, сохранить талантливых преподавателей, набрать перспективную молодежь, пополнить и обеспечить кадровую потребность региона и крупных компаний. Впереди большая работа. Многие производства, которые уже сейчас расширяются, в скором времени потребуют новых грамотных специалистов. Надо быть в этом абсолютно готовыми и сделать все, чтобы вахтовики и что там греха таить, гастарбайтеры не занимали рабочие места жителей региона. Дефицит квалифицированных кадров особенно заметен в сельских районах. Наша задача создать на селе привлекательные условия для работы и создать достойное социальное положение. Мы предлагаем на первоначальном этапе набрать на конкурсной основе высококвалифицированных руководителей и специалистов для работы в сельской местности. При условии соответствия выбранным критериям и целям им будет предоставляться существенная поддержка. От предъявляемых и предполагаемых подъемных до выделения субсидий при получении ими кредитов на строительство жилья.
Поручаю правительству республики совместно с органами местного самоуправления проработать эти механизмы. Уважаемые коллеги, еще одним важным приоритетом программы возрождения республики является нацеленность на инновации. Нам не надо бояться, а наоборот активнее внедрять передовой опыт, дающий максимальный практический эффект. Примером такого опыта является использование кластерного подхода, то есть соединение конкурентоспособных предприятий научной, производственной и образовательной сферы в целой отрасли по направлению. И чтобы новые идеи реализовывать эффективно, необходимо модернизировать имеющуюся и создавать соответствующую современную инфраструктуру. Приоритетное развитие получит производство строительных материалов, нефтегазохимии, промышленности переработки всех видов ресурсов. Прямо хочу сказать, что необходимо особо обратить внимание на развитие леса, био и углехимии. Следует еще раз оценить подходы к предоставлению налоговых преференций для привлечения инвестиций, особо обратить внимание на якорные и долгосрочные, с учетом их сроков окупаемости и эффективности. Программа возрождения республики – это портфель конкретных проектов с целевыми показателями, с механизмами их достижения и сроками исполнения, а также с конкретными ответственными лицами. Мы с вами должны быть инициаторами преобразований, а не демонстрировать зависимость от внешних обстоятельств. В каждом городе, в каждом районе появятся так называемые свои драйверы развития. Мы должны четко понимать, что каждое новое предприятие – это инвестиционная привлекательность в целом региона. И расширение производства – это потенциал для дополнительных доходов в бюджет и формирования новых сотен рабочих мест. Уже сегодня я могу привести несколько примеров таких точек развития в городах и районах республики. В Сыктывкаре мы планируем строительство завода по производству башенных кранов на базе металлообрабатывающего завода. Рассматривается вопрос о строительстве комбината панельного домостроения. В столице республики есть все условия для создания индустриального парка, в котором в том числе войдут керамзитовый завод, лесопильно-деревообрабатывающие комплексы. В них, безусловно, нуждается республика. Более того, я хочу сказать, что за собой они обязательно потянут создание крупных логистических центров. Реализация этих проектов станет шагом в увеличении объемов жилищного строительства и снижению себестоимости жилья, позволит привлечь инвесторов. Будет создано более 1500 рабочих мест, объемы налоговых поступлений исчисляются сотнями миллионов рублей. Сыктывкар уже сегодня центр науки и образования, и мы, безусловно, будем делать акцент на развитии инновационного производства и соответствующей инфраструктуры. Компания «Лукойл Коми» ведет сегодня разработку Ярикского нефтяного месторождения. Будут созданы новые производственные мощности для ввода в эксплуатацию месторождения и его, по сути дела, эксплуатацию на длительный период. Это, безусловно, создаст возможность новых 150 рабочих мест. Ожидается поступление в консолидированный бюджет республики несколько сотен миллионов рублей. Подчеркиваю, ежегодно. Под Ухтой будет построен Ярикский горно-химический комбинат. На период строительства только планируется создать 1500 рабочих мест. В период промышленной эксплуатации потребуется 2500 сотрудников. После выхода на проектную мощность ежегодное поступление налогов в консолидированный бюджет республики ожидается 1 миллиард рублей. Ведется проектирование и вовлечение в промышленный оборот Пижемского рудопроявления рассыпи титанов со строительством горно-металлургического комбината. Подчеркиваю, от разговоров переходим к проектированию. Продолжается работа по проектированию глиноземного завода. Я провел соответствующие переговоры и прошу вас, коллеги, не пугаться. Все соответствующие технологии будут соответствовать мировым стандартам, в том числе в области экологии. На сегодняшний день при строительстве завода будут задействованы около 4000 сотрудников и работников. Дальнейшая эксплуатация завода потребует еще 700 человек. Ожидается при строительстве только фактическое поступление в бюджет 120 миллионов рублей и при соответствующем его эксплуатации этого завода поступление в бюджет будет соответствовать более 2 миллиардов рублей в год. В Инте продолжается работа по освоению золотоносного месторождения Чудное. Это более 100 новых рабочих мест. Ожидается поступление в консолидированный бюджет почти 100 миллионов рублей ежегодно. Большие надежды мы связываем с проектом Тимано-Печорской газовой компании по добыче и переработке газа. Предполагается, что будет создано 500 рабочих мест. Всего за период реализации, коллеги,
Ожидается поступление в бюджеты всех уровней более 25 миллиардов рублей. И среди этого, конечно же, есть наши проекты, связанные с существенным изменением и развитием города Инты, его инфраструктуры. В Усинске «Северная нефть» ведет работу по обустройству Среднемакаринского нефтяного месторождения. «Лукойл Коми» по освоению Восточно-Ламбышевского месторождения. Благодаря этим проектам появится более 500 новых рабочих мест. И плановые поступления в консолидированный бюджет ежегодно будут составлять более 220 миллионов рублей. Троицко-Печорский приоритетный проект строительства завода по производству биоэтанола. Потребность нового производства в кадрах – это более сотни специалистов. Подчеркиваю, высококлассных специалистов. Наряду с уже реализуемыми проектами Печора-Энергоресурс, данный проект выведет Троицко-Печорский район в число лидеров в части развития биохимии и биоэнергетики. В рамках развития биоэнергетики уже реализованы 11 проектов по производству биотоплива. Инвесторы вложили сотни миллионов рублей, созданы сотни рабочих мест. В период с 2016 по 2018 год ожидается запуск еще 8 проектов. Правительство Республики Коми приступило к практической подготовке плана создания на базе городского поселения Емва Князь-Погосского района территории опережающего развития. Итогом работы будет подготовка проектов развития Емвы и получение на ее развитие инфраструктуры, финансирование и софинансирование Федерального фонда поддержки моногородов. А это уже, как вы понимаете, совсем другие серьезные инвестиции. В ближайшее время будет сформирована проектная команда, которая после прохождения обучения займется подготовкой и реализацией проектов развития территории моногорода. Мы будем поддерживать все компании, которые создают новые рабочие места в республике, будь то компания небольшая, либо это крупная компания, занимающаяся очень большим бизнесом. Только объединение всех самых разных возможностей обеспечивает работой практически все наше население. Перспективы развития севера Республики Коми неразрывно связаны с освоением роста Арктики. Транспортная сопряженность городского округа Воркута и других территорий Арктики очевидны. Его значительный природный ресурс, в том числе и логистический, а также реализация в ближайшее время крупнейших инфраструктурных проектов, позволит считать Воркуту надежной базой в развитии арктической зоны, способной обеспечить достижение всех стратегических целей и задач, которые на сегодняшний день войдут в государственную программу развития Арктики. На территории Воркуты планируется реконструкция действующего аэропорта, строительство стратегических военных объектов. Наша задача – интегрировать инвестиции, в том числе и потенциал воркутинцев в реализацию арктических проектов, обеспечить занятость, создать условия для повышения или квалификации и переквалификации и новой подготовки воркутинцев. Нами предложено правительству России начать прокладку волоконно-оптической линии связи вдоль берега Северного Ледовитого океана с отводами на населенные пункты приарктической зоны, а также разместить вдоль арктического шельфа сеть, по сути дела, высокотехнологичных телекоммуникационных платформ, что даст возможность реализации высокотехнологических проектов на территории сухопутной части Арктики, включая город Воркуту, с привлечением местного населения. Для лесных районов приоритетом является модернизация лесной и деревообрабатывающей отраслей. В направлении, которое мы сегодня ставим перед собой, это, конечно, глубокая переработка древесины на территории республики. Непременным условием здесь воспроизводство вырубленного леса и, конечно же, пресечение деятельности черных лесорубов. Реализуемые на сегодняшний день инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей промышленности позволят в ближайшее время уже создать на их базе более 1000 новых рабочих мест. Наша проектная цель в этом направлении – создание лесопромышленного кластера, который, объединив усилия, будет производить и разрабатывать сложные инфраструктурные проекты. Общее развитие отрасли в ближайшей перспективе даст в 4 раза больше занятых, чем сегодня трудятся в отрасли. Приоритетами развития села в республике должны заниматься практически все. И это основная сегодня, извините, головная боль. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и увеличение ее объемов – это перспективная и очень ответственная задача. У республики хороший потенциал для развития сельского хозяйства. Мы можем добиться сами результатов и можем себя прокормить.
Безусловно, нужны инвестиции. Необходимо построить новые современные животноводческие комплексы, провести реконструкцию имеющихся, восстановить десятки тысяч гектаров сельхозугодий. До 2020 года планируется в реализацию десятки инвестиционных проектов по производству сельскохозяйственной продукции с общим объемом инвестиций более 12 миллиардов рублей. Остановлюсь на некоторых. Это строительство животноводческого комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота в селе Приольдино Сысольского района, фермы на 1200 голов в поселке Гульяшор Прилузского района, телятника на 300 голов Каткировский район, фермы на 400 голов в селе Богородский, животноводческого комплекса на 500 голов в селе Нившера Каткировского района. Продолжается модернизация свиноводческого комплекса на птицефабрике Зеленецкой. Планируется строительство овощехранилища на 3200 тонн. Коллеги, как вы знаете, я вчера подписал соглашение о строительстве тепличного комплекса для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей в городе Емва. Бюджет проекта более 9 миллиардов рублей. Ввод в первой очереди запланирован в 2017 году. Строительство этого комплекса позволит обеспечить рабочими местами 400 жителей Каткировского района. Суммарный объем производства огурцов и томатов в тепличном комплексе до 2020 года вырастет до 25 тысяч тонн ежегодно, а зеленых культур 2,7 тысячи тонн. Это существенный, значительный рост производства овощей на территории региона, почти 10-кратный. Сегодня, как вы знаете, республики валовый сбор овощей из защищенного грунта составляет всего 2,9 тысячи тонн. Хочу отметить, что выбор места для реализации данного проекта не случайен. Развитие моногородов, как я уже говорил, является в том числе одной из приоритетных задач возрождения региона. Основные объемы прироста производства, конечно, будут давать крупные производители, но свой вклад должны внести и крестьянско-фермерские хозяйства. Поэтому мы работаем над совершенствованием инфраструктуры переработки и сбыта сельхозпродукции, производимой малыми фермерскими хозяйствами, в том числе и за счет сельскохозяйственной потребкооперации и потребительской кооперации. Решение столь масштабных задач должно быть обеспечено кадрами. Соответствующим образом мы планируем, что в этой отрасли за ближайшие годы будет создано 2600 новых рабочих мест. Важнейшим ресурсом развития региона являются дороги. Это не только кровеносная система экономики, но и вопрос подлинного уважения к нашему народу. Существующая на сегодняшний день потребность в строительстве новых и ремонте старых дорог, к сожалению, не обеспечена. Это связано отчасти и с тем, что федеральные дотации на дороги привязаны к численности населения, а не к площади региона и к протяженности дорог. Так, например, площадь Республики Коми в 8 раз больше площади Татарстана, который имеет дорожный фонд в 3 раза больше, чем наш. По этой схеме финансирование километра дорожного полотна, приходящегося на одного жителя республики, в десятки раз ниже, чем в густонаселенных регионах. Климатические условия, особенности ландшафта, грунты, наличие большого количества рек объективно требуют пересмотра методики выделения дотаций, исходя из протяженности дорог и мостовых переходов. А с учетом существующей методики, дорогие друзья, дополнительные средства на развитие транспортной сети мы должны заработать только сами. Ведь реализация логистических проектов позволит предприятиям увеличить сбыт своей продукции, повысить долю переработки сырьевых ресурсов внутри региона, и в конечном итоге это товары и услуги, которые станут гораздо дешевле для жителей нашей республики. И в этой связи одним из важных приоритетных направлений строительства автомобильных дорог является дорога Ухта-Печора-Усинск с объемом финансирования 4 миллиарда рублей. Я хочу сказать, что вчера мы согласовали в окончательном варианте все параметры этого проекта. Я думаю, что уже сегодня, завтра все будут вопросы завершены и решены. Под этот проект, как вы знаете, нам федеральное правительство в лице министерства обещало 2 миллиарда федеральных дотаций. Хочу подчеркнуть, что в целом на развитие дорожной сети в 2020 году будет направлено порядка 15 миллиардов рублей. При этом, говоря о масштабных проектах, мы не должны забывать и поддержание в должном состоянии уже существующих дорог. Нам предстоит соединить сельские населенные пункты, ранее не имевшие связи с сетью дорог общего пользования. Создание сети пассажирских маршрутов не просто улучшит доступ населения к учреждениям социальной сферы, но еще и поможет ускоренному развитию отдельных и отдаленных населенных пунктов. Кроме того, в
партнерстве с государственной транспортной лизинговой компанией мы сегодня рассматриваем возможность поставок в лизинг до 2020 года пассажирского автотранспорта и коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе. Мы говорим о приобретении 400 единиц коммунального транспорта, 380 единиц новых автобусов муниципального общественного транспорта и 50 единиц межмуниципального транспорта. Это комфортабельные автобусы, что позволит развить почти 40 пассажирских маршрутов. На особом контроле совместные планы республики и Северной железной дороги по реконструкции и капитальному ремонту железнодорожных вокзалов, железнодорожной инфраструктуры. В ближайшие 2 года мы планируем осуществить ремонт вокзалов, а также новое строительство ряда платформ. На эти цели РЖД представляет нам 1,3 миллиарда рублей. Наши стратегические задачи в области авиаперевозок – это расширение географии полетов, выход на международные линии, реконструкция сети аэропортов. Мы рассматриваем перспективы использования на региональных и международных линиях российского самолета «Сухой Суперджет-100». Реализация программы операционного лизинга самолетов «Сухой Суперджет-100» позволит расширить авиапарк нашей компании «Коми Авиатранс». Уже в 2016-2017 годах с учетом спроса населения мы планируем организовать региональные авиасообщения с новыми городами Минеральные Воды, Анапа, Калининград, Симферополь, Калуга, Воронеж и многие другие, а также вывести на международные авиаперевозки. На 2017-2019 год запланировано строительство аэропортового комплекса в Сыктывкаре, реконструкция аэропортовых комплексов в Ухте, Усинске и Воркуте. Общий объем финансирования, коллеги, 6,8 миллиарда рублей. Особое внимание обеспечению всех жителей республики доступом к инфраструктурным и информационным технологиям. Сегодня правительство республики разрабатывает программу обеспечения современными видами связи труднодоступных и малонаселенных пунктов республики на базе спутниковой связи. В рамках программы жители 300 населенных пунктов с численностью до 250 человек будут обеспечены качественными услугами связи, телевидения, доступом ко всем программам получения госуслуг. Первый этап будет реализован уже в этом году. В результате будет обеспечена связью 46 труднодоступных населенных пунктов республики. Объем финансирования 150 миллионов рублей. Теперь о квартирном вопросе, который испортил не только москвичей. Еще вчера по реализации программы переселения из ветхого аварийного жилья наша республика называлась в числе аутсайдеров, и это мягко сказано. Наведение порядка и вхождение в график строительства – задача номер 1, которую я обозначил на первой нашей с вами встрече и встрече, которую я провел в первые дни строительства. В результате только за 5 месяцев, с октября по февраль этого года, нам удалось ввести почти половину от объемов тех, которые в предыдущие годы за 3 года не вводились. Переселено свыше 2500 человек из 42 аварийных многоквартирных домов. Всего же в программе, подчеркиваю, принимают участие 17 муниципальных образований, которые должны переселить 8500 человек из почти 800 многоквартирных ветхих и аварийных домов. Сегодня мы жестко и очень предметно работаем с застройщиками. По всем выявленным отклонениям мы предъявляем требования об устранении нарушений. И делаем это, чего раньше не делали. Контролируем работу строительных компаний и муниципалитетов. Как вы знаете, совсем недавно правление Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрило заявку республики на общую сумму почти 700 миллионов рублей на реализацию завершающего этапа программы переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную на 2016-2017 год. Мы получили колоссальную поддержку и мандат доверия, подчеркиваю, мандат доверия, который мы обязаны качественно и в срок реализовать. При этом наши расчеты показывают, что необходимо в целом для удовлетворения нужд людей и улучшения их жилищных условий как минимум двоекратное увеличение ежегодных объемов ввода жилья. Задумайтесь, двоекратное увеличение объемов ввода жилья. Для взятия этой планки необходимо принять дополнительные меры, и мы последовательно усиливаем локомотивную роль строительной отрасли в республике. Масштабное строительство жилья повлечет за собой развитие смежных и сопутствующих производств, а это новые рабочие места, это сотни миллионов инвестиций. Смысл нашей жилищной политики заключается в обеспечении доступности возводимого жилья для населения через ее удешевление, повышение качества и увеличение гарантийных сроков эксплуатации.
Для удешевления строительства необходим переход от хаотичной застройки, подчеркиваю, которая сегодня ведется в регионе, к массовой. При этом компенсацию или комплексную подготовку участков по системной застройке должно взять на себя государство. Тоже те же, кто будут завышать расценки, пренебрегать установленными регламентами и нормами, качеством строительства и сроками ввода объектов в эксплуатацию, больше не будут получать земельных участков и подряды под любые виды застройки в республике. Я особо обращаю на это внимание. Это станет условием нашей борьбы за качество жилья и за конкурентоспособность. Следует ужесточить контроль за проектированием объектов, соблюдением нормативов в ходе строительства, усилить ответственность застройщиков за качество возводимого жилья, двукратно увеличив гарантийные сроки его эксплуатации. Для этого мы создаем реестр недобросовестных застройщиков и их учредителей, коих у нас пока еще в республике предостаточно. Нам важно защитить жителей республики от так называемых горе-застройщиков. Одна из таких мер стало наше предложение ПАО «Сбербанк» принять участие в специальной программе, которую мы же придумали и пытаемся ее реализовать. Что она из себя представляет? Когда гражданин привлекает средства на долевое строительство жилья, он вносит в банк эти средства на депозитный счет, на котором происходит их накопление. А уже сам банк, пользуясь своими методами оценки рисков, кредитует строительную организацию. Эта технология даст банку гарантию сохранить денежные средства для населения, минимизируя процентную ставку, в том числе по ипотеке, и застрахует жителей от невыполнения застройщиками своих обязательств. Кроме того, мы планируем принять участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи», в отборе проектов по обеспечению земельными участками инженерной и дорожной инфраструктуры, что позволит получить софинансирование нашей программы за счет средств федерального бюджета. Реализация намеченных мер призвана дать в перспективе ежегодное удвоение объема вводимого в республике жилья, позволит решить жилищные проблемы большинства семей, которые уже многие годы стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Отдаленная и острая проблема – это обеспечение жильем детей-сирот. На сегодняшний день сотни решений судов в отношении этой категории нуждающихся в жилье. Такая ситуация недопустима, коллеги. По моему поручению уже сегодня, в этом году будут выделено 300 миллионов рублей бюджетных средств на исполнение судебных решений, что в 2 раза больше, чем за предыдущие 2 года. Предупреждаю о персональной ответственности руководителей муниципалитетов за полное, качественное и целевое использование данных средств. Также хочу обратить особое внимание социальных служб на необходимость следить за судьбой детей-сирот, получивших жилье, чтобы оберегать их и исключить риски возможной потери того же самого жилья. Уважаемые коллеги, любой хозяин знает, что жилье построить нелегко, но еще больше нелегко его содержать. Необходимо и недопустимо, прошу прощения, низкое качество жилищно-коммунальных услуг, оказываемых в регионе. Я бы хотел сказать, что это мягко еще сказано, что оно вызывает справедливые нарекания. Оно вызывает уже крик души у людей. Сегодня руководители муниципалитетов часто сетуют на большое количество проверок в сфере ЖКХ. Хочу заметить, что в 2015 году только 11 из 35 муниципальных образований, включая районы, городские округа и городские поселения, которые должны были должным образом подготовиться к земле, получили 11 из 35 доступ и соответствующий сертификат и разрешение. Как следствие, этой зимой были зафиксированы почти 500 технологических сбоев. Коллеги, вдумайтесь, 500. К примеру, во Владимирской области их всего 24. И только жесткие меры, подчеркиваю, принятые правительством, позволили существенно снизить их количество по сравнению с прошлыми отопительными сезонами. Еще одна проблема связана с недобросовестными управляющими компаниями, и вы об этих проблемах хорошо знаете. Они собирают платежи населения, после чего искусственно банкротятся.
Они в прямом смысле залезают в народный карман, не оплачивают услуги снабжающих организаций, которые потом через суды, в прямом смысле этого слова, вышибают деньги из муниципалитетов. Такие компании из ряда «Рога и копыта» ежегодно меняют название и продолжают уже новую свою попытку обокрасть население. Я считаю, это просто, по сути дела, на сегодняшний день легализованные схемы грабежа населения. В том числе грабятся и бюджеты городов, и поселений. Продолжение этой порочной практики недопустимо. Лицензирующий орган должен обладать всеми действенными механизмами контроля за этими компаниями. Необходимо повысить ответственность персональную за выдачу и пролонгацию лицензий, исключив возможность наживаться недобросовестным компаниям и мошенникам, стоящим за этими фирмами-однодневками. Необходим жесткий государственный контроль в сфере ЖКХ. Чем мы сейчас и занимаемся. С этой целью в республике создается единый республиканский расчетный центр. Его задача – внедрение единой актуальной базы данных по всем абонентам, современные и своевременные прозрачные механизмы расщепления платежей между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и повышение уровня сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги. Тем самым уменьшение и, как следствие, ликвидация задолженности за потребленные энергоресурсы. Уже в июне этого года проект будет внедрен на базе пилотных территорий, а к концу года обеспечен полный охват всех ресурсно-снабжающих организаций на территории республики. К июню 2017 года мы планируем в единую систему расчетов ввести все управляющие компании. Для осуществления масштабных инвестиционных проектов и контроля над тарифами мы объединяем разрозненные региональные и муниципальные активы в единую сеть и структуру. Повышая эффективность коммунального комплекса за счет организации управления, мы хотим решить застарелую проблему бесхозных коммунальных активов, что в свою очередь позволит снизить бюджетные расходы и привлечь дополнительные инвестиции. А главное, для чего мы все это делаем, оказать жителям республики достойные, качественные коммунальные услуги. При этом в ближайшие 5 лет доля оплаты жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в среднем не будет превышать 10%. Это я особо обращаю внимание всем тем, кто формирует на сегодняшний день инвестиционные программы и рассчитывает тарифы. Отдельно хочу отметить важный для всех вопрос качества питьевой воды. Программа антикризисных мер, я подчеркиваю, пока антикризисных мер в жилищно-коммунальном хозяйстве республики позволит в ближайшие 5 лет довести обеспеченность домовладений качественной питьевой водой с нынешних 65 до 100%. Для модернизации системы коммунальной инфраструктуры мы также будем привлекать средства фонда содействия развитию ЖКХ и использовать механизмы государственно-частного партнерства. Уважаемые коллеги, я поручил правительству республики принять активное участие в программе поддержки регионов в решении вопросов модернизации коммунальной инфраструктуры городов и районов. Коллеги, мы не имеем права оставлять людей один на один с коммунальными проблемами. Необходимо активизировать все механизмы общественного и государственного контроля, которые уже существуют. Мы должны последовательно внедрять новые и более эффективные. Хочу отметить положительный опыт Общественной палаты республики, которая участвует в федеральном проекте «Контроль ЖКХ». Уполномоченные по реализации проекта работают на местах, в общественных советах всех муниципалитетов. В прошлом году они в качестве экспертов участвовали в приемке вводимых в республике многоквартирных домов. Проводили мониторинг качества введенного жилья. Однако пока, к сожалению, мы еще не можем говорить о полноценном участии общественности в контрольных мероприятиях. Застройщики не заинтересованы в участии независимых лиц в этой работе. Понятно? Есть почему. Однако обращаю внимание глав муниципальных образований. Независимые эксперты – это ваши союзники. Привлекайте их как к работе комиссий, так и к обсуждению других насущных вопросов в области контроля и не только сферы ЖКХ. Для организации конструктивного взаимодействия между жителями республики, органами исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам развития городского муниципального хозяйства, республиканского хозяйства мы создаем новый интернет-ресурс.
общественный портал. Он призван решать сразу несколько задач. Это контроль своевременности и качества проводимых работ на объектах городского и районного хозяйства. Это возможность сообщать о выявленных нарушениях, указывать на незаконность действий или бездействия чиновников. Кроме того, жители республики смогут в онлайн-режиме вносить предложения по развитию территорий и по необходимым работам по благоустройству тех самых городов и районов. И еще одна важная опция портала. Это народная оценка работы государственных и муниципальных учреждений, оперативность и качество работы власти по устранению выявленных проблем. Все это мы делаем для повышения качества жизни в республике. Чтобы людям здесь было комфортно жить и работать, строить семьи и воспитывать детей. А главное, показателем эффективности нашей работы я считаю рост семей и численность новорожденных детей. И мы с вами должны сделать все для того, чтобы у нас появились не просто новые благополучные семьи, а люди с созидательной ментальностью, основанной на вере в собственные силы, устремленной на успешное саморазвитие. Очень рассчитываю, что общество, сами люди тоже будут активно помогать органам власти всех уровней в решении насущных проблем, защиты интересов семьи, материнства и детства. Пусть путь к благополучию отдельной семьи в республике в целом будет лежать через духовность, здоровый образ жизни во всех ее сферах. Здоровое, образованное, духовно богатое население – это залог успеха республики. Именно на этой идеологии должна основываться наша государственная социальная политика. Краеугольным камнем в преодолении негативных тенденций в обществе должна стать активная наступательная пропаганда нравственности и здорового образа жизни. Очень важно с юного возраста приобщать ребенка к истории малой Родины. Пробудить вначале любопытство, потом любовь, а затем и ответственность за ее настоящее и будущее. Ощущение личной сопричастности оказывает неизгладимое и ни с чем не сравнимое влияние на судьбу любого человека. Поэтому считаю чрезвычайно важным приобщать граждан к истории и духовным святыням родной земли. Уважаемые коллеги, сегодня у нас есть редкий шанс освободиться от всего того, что мешало нашему развитию, и идти по пути возрождения республики. Как вы, наверное, заметили, в своем выступлении я практически ничего не сказал про социальную сферу, культуру, здравоохранение, образование. Я вам говорил, что остановлюсь только на некоторых вопросах и проектах возрождения региона. Конечно же, все это есть в программе возрождения республики. И чем больше успехов мы добьемся в реализации экономических преобразований, тем полновеснее будут бюджеты социального развития, тем скорее наши врачи, учителя, работники культуры и социальной сферы почувствуют улучшение материального положения, тем больше новых школ, больниц, домов культуры, спортивных объектов будет открыто в каждом городе республики. И в целом выиграет наше население. Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководителям администрации муниципальных образований. Предлагаю вам настоятельно в самое ближайшее время внести действенные изменения в планы социально-экономического развития вверенных вам территорий, в соответствии с озвученной мною сегодня программой возрождения республики. Ближайшие годы должны стать для нас периодом экономического, культурного и духовного возрождения. Только мы сами сделаем жизнь нашей республики осмысленной, созидательной и комфортной. Коми – уникальная часть цивилизации. И уже поэтому мы обязаны стремиться к лучшим стандартам качества жизни, к лучшим стандартам культуры во всех ее сферах. Наша цель – сделать республику Коми по-настоящему цивилизованным и культурным, высокообразованным, инновационным и технологически развитым регионом. Работы на этом пути трудной и сложной очень много, но она того стоит. Владимир Владимирович Путин справедливо отметил, что нам необходимо новое государственное сознание, в центре которого создание в России лучших, наиболее конкурентных условий для жизни, творчества и предпринимательства. Если я решением президента Российской Федерации работаю здесь, на территории земли Коми, то мой долг сделать все для ее развития и процветания. Конечно, понадобится не один год для того, чтобы реализовать все намеченные планы по возрождению республики. Но впереди большая, интересная и очень сложная работа. И я к ней готов со всей ответственностью.
за работу, дорогие соотечественники. Кузным бурдуш. Короче говоря, долгих лет вам и большого счастья. Спасибо за внимание.